Самира Эмин, обучающаяся в США, дала показания о своем отце, с которым не может связаться в течение последних 3 лет. Уйгурский историк и издатель Эминджан Саиди исчез в мае 2017 года. Радио «Свободная Азия» подтвердило, что в феврале прошлого года состоялось закрытое заседание суда, в котором Саиди приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в религиозном экстремизме. После показаний дочери академика, которые были опубликованы международными информационными агентствами, 4 мая China Daily опубликовала на своей странице в Твиттере видео с Эминджаном Саиди, предположительно снятое в его доме. Обращаясь к дочери, академик говорит, что с ним все в порядке. Кроме этого, Саиди выразил огорчение из-за того, что его дочь поверила антикитайской пропаганде. Тем не менее, Самира Эмин считает, что ее отцу пришлось сказать это под давлением китайских властей. В момент усиления напряженности между США и Китаем в связи с отношением к журналистам, Министерство внутренней безопасности США приняло новое решение относительно продолжительности виз, выдаваемых китайским журналистам. В соответствии с решением министерства, визы, выданные китайским журналистам, будут ограничены 3 месяцами. Продление срока виз будет рассматриваться в зависимости от ситуации. Новые правила не коснутся журналистов из Гонконга и Макао. Согласно прежним правилам, журналисты могли использовать одну визу в течение 5 лет, если они не меняли компанию, в которой работали. 19 февраля китайское правительство отозвало лицензии 3 репортеров Wall Street Journal. Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на это решение незамедлительно. Правительство США действительно ограничило число репортеров китайских государственных медиаорганизаций, в том числе и информационного агентства Синьхуа, отметил Помпео в письменном заявлении от 2 марта. Между США и Китаем разгорелся скандал во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного законопроекту, предусматривающего глобального прекращения огня на 90 дней для борьбы с COVID-19, который привел к гибели тысяч людей по всему миру. США не приняли мнение Китая о Всемирной организации здравоохранения и потребовали от Пекина большей прозрачности. Конфликт США и Китая по вопросу пандемии и Всемирной организации здравоохранения привел к отсрочке проекта резолюции COVID-19, который Совет Безопасности ООН обсуждал более 6 недель. Законопроект был подготовлен Францией и Тунисом, который является временным членом Совета Безопасности. Стало известно, что 8 миллионов масок N95, приобретенных Канадой у Китая, не соответствуют стандартам. По словам главы отдела государственных закупок Квебека Аниты Ананд, около 1 миллиона из 11 миллионов масок отвечают стандартам, а 8 миллионов не подходят для использования. Указав, что остальные маски находятся на стадии тестирования, Ананд отметила, что 8 миллионов нестандартных масок будут использованы иначе. В свою очередь, канадская пресса сообщила, что 1 миллион масок N95, импортированных из Китая в прошлом месяце, также оказались бракованными. Федеральное правительство подписало с рядом поставщиков контракты на закуп 135 миллионов масок. Верховный комиссар ООН по правам человека объявил, что ИГИЛ и другие террористические организации приступили к реструктуризации в Сирии, воспользовавшись ситуацией в мире. Это подтверждает рост насилия в регионе. Верховный комиссар ООН по правам человека объявил, что ИГИЛ и другие террористические организации приступили к реструктуризации в Сирии, воспользовавшись ситуацией в мире. Это подтверждает рост насилия в регионе. Во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Женеве Мишель Бачелет сравнила ситуацию в регионе с бомбой замедленного действия и подчеркнула, что это нельзя упускать из виду.